блок рекламы плавно подошел к концу. Это нормальная практика. Мы должны появляться в эфире. Я напомню, что сегодня 15 сентября, нынче четверг. И прямо сейчас мы говорим о том, что у нас в группе Ильдар Шакир, это лидер группы Ятаган, лауреат всевозможных российских, международных конкурсов. В общем, человека знают не только в Республике Башкортостан, но и за ее пределами, в том числе и далеко за ее пределами. Вот об этом мы сейчас и будем говорить. Ильдар, доброе утро. Доброе утро. Рада тебя видеть традиционно. Ты, как всегда, с музыкальным инструментом, как всегда, с каким-то необычным. Но народники это знают, что это музыкальный инструмент под названием, у него два названия. САС. САС — это одно из названий, Одно второе? из названий САС, второе баглама. Это не башкирский национальный музыкальный инструмент, откуда ты к нам его привез? Ну, на самом деле, это подарок из Турции. Вот. И однажды я был вообще на киприотской свадьбе на Кипре и увидел, как на этом инструменте играют. Мне очень понравилось, потому что я посмотрел, он, в общем-то, родственен нашей башкирской думбыре. И тут мне вот привезли вот этот инструмент. На киприотской свадьбе ты был в качестве тамады? Нет, я был в качестве, скажем так, обозревателя, в качестве туриста, наверное, больше так. Мне повезло, в общем, так. Ну, в общем, представился гостем на этой свадьбе, там же много людей, а никто и не проверил. Да, на самом деле, слушай, ну вот сейчас один из поводов, по которому мы с тобой сегодня встречаемся, это еще одна твоя заграничная командировка. По очень мощному поводу ты отправляешься представлять нашу республику в составе очень большой делегации. Расскажи об этой поездке. Это, собственно, Восток. Восток — дело тонкое. Ты в этом большой мастак. Ну, все началось в мае, когда мы, этногруппа Ятаган, стали обладателем первой премии на международном конкурсе «Урал-Муны». Там нас заметил как раз продюсер проекта «Тюрксой», организации «Тюрксой», и пригласил официально принять участие в созданный в этом году оркестр тюркских народных инструментов. Вот. И мы, в общем-то, с большой радостью, то есть, приняли это приглашение. И задача такая, что из 12 стран 30 музыкантов, 30 лучших музыкантов тюркского мира собираются в один единый оркестр. И мы представляем, каждый народ представляет свою музыку, одно произведение под сопровождение оркестра. Мы выходим на авансцену, выступаем, оркестр нам аккомпанирует. Затем следующий народ и так далее. Ну, то есть ты едешь с какой-то определенной нашей башкирской музыкальной композицией туда, оркестр, люди, которые впервые слышат эту музыкальную композицию, играют вместе с тобой, правильно? Аккомпанируют тебе. Да, но единственное, ноты уже заранее отправлены, так же, как и нам, и азербайджанские, и турецкие, там, и киргизские ноты уже все отправлено. Мы теперь над этим занимаемся, мы занимаемся группой, имеется в виду, да. Вот. И в дальнейшем будет репетиция и 6 крупных городов. Ну, вот. А какие композиции сложнее исполнять? Какие сложные? Азербайджанские, наверное, турецкие? азербайджанские Серьезно? по-своему интересные. Почему? Да, сложные. Но у них есть определенные, скажем так, ну, по музыкальному термину, микротона. Так же, как в турецкой музыке есть микротона. Вот. И она, скажем так, например, на думбре ее не сыграть, потому что там просто этого нет микротона. А вот, например, на этом сазе есть эти микротона. То есть, вот. И плюс по форме они очень все интересные, непривычные, скажем так. Ну и, наверное, башкирская музыка для них тоже непривычная. Ну, конечно. Потому что тоже по-своему она интересная. Любая музыкальная композиция тюркских стран по-своему самобытна в любом Да, случае, действительно. да. Но смотри, вот ты для себя какие цели ставишь? Понятно, что это очень здорово посетить там ряд стран, у тебя же несколько поездок. Ты будешь и в Азербайджане выступать с этим оркестром, нет? Где ты будешь? Значит, 2 города в Казахстане. Казахстане? Да, потом Киргизия, потом Турция, потом Кипр. Всего 6 концертов. А промежуток какой? 2 недели вы берете? Да, в течение 2 недель, то есть там плюс репетиции, плюс вот эти мероприятия. И для нас это вообще огромное событие, потому что как только группа появилась 2 года назад, мы, конечно, один раз в Казахстан съездили, в Астану. Тогда мы сыграли с оркестром, но в этот раз мы конкретно уже, то есть представляем республику, и для нас, ну, это вообще огромный горизонт. То есть мы с большой радостью приняли участие. Плюс, конечно, стоит отметить, что нам до Москвы помогли приобрести Институт искусств имени Загира Исмагилова. Да? Билеты? Билеты до Москвы, да. И Всемирный Курултай Башкир. Им, конечно, огромное спасибо, то, что они нас поддержали. Послушай, вот такой момент. Ну, вот в нашей республике есть там удивительный конкурс «Урал-Муну», да, который собирает лучших исполнителей.
То есть у нас подобные концерты, они пользуются популярностью. Как в других регионах? В Казахстане. Что ты можешь сказать о Турции? Как местная публика воспринимает подобные собрания музыкантов со всего мира, по сути? Я, конечно, на таких мероприятиях в Турции не был, но, насколько я помню, там несколько лет назад проходил фестиваль «Навруз». И там, по рассказам друзей, коллег, они говорили, что там на очень высоком уровне, и концерты проходят на ура всегда. И перед этим вот у нас была возможность поехать на Всемирные игры кочевников, ну, можно сказать, то есть было официальное приглашение представить тоже республику, но, к сожалению, мы не смогли найти спонсоров, не смогли найти поддержки принять участие. Не вывезли по финансам. Да, к сожалению. Ты знаешь, есть еще одна благородная миссия у тебя, как у лидера группы «Итаган». Ты отправляешься совсем скоро в соседнюю Свердловскую область с концертами-лекториями. Расскажи об этом, пожалуйста. Да, изначально хотелось всей группой поехать, но тоже тут финансовые моменты есть. Вот, и поэтому отправляют меня и заслуженного работника культуры Раиса Низамеддинова. Задача будет провести концерты лектории в 3 городах Свердловской области, у Свердловских башкир. Показать инструменты, рассказать легенды, приобщить и, ну, скажем так, популяризовать инструменты наши башкирские, потому что все-таки у нас их немало. И, в общем, миссия благородная на самом деле, потому что совсем недавно мы приехали с Саратовской области, с Челябинской области, вот недавно приехали в Челябинский памятник, открывали, общались с башкирской молодежью, им это тоже интересно. Ну, Челябинск, понятно, это наши соседи. В Саратове как с этим делом? Много наших там? В Саратове там несколько деревень чисто башкирских. Это Серьезно? вообще поразительно. Они говорят только на родном языке. Они очень хотят заниматься. Они все такие искренние. Они так прям с такой любовью встречали, провожали меня, там инструменты мои носили, лишь бы только с ними занимались там. То есть, ну, это вообще очень интересно. Это такая благодарная очень публика. Да, очень. Потому что, ну, если по-честному сказать, я учился в Саратове, когда я сам это испытывал, то есть немножко чувство голодания. Сюда приехал уже... По родной культуре имеется. Да, да, да. Сюда приехал, здесь уже в это окунулся, уже нормально. И многие как бы это не воспринимают. А там это на ура всегда. Я сам по себе это помню просто. Ну, хочется, конечно, своими глазами все это увидеть. Но в данном случае мы не можем вам такой картинки дать. Зато мы можем попросить нашего большого друга Ильдара сыграть на национальном музыкальном инструменте сразу 2 стран, Азербайджана и Турции. Я не знаю, какую композицию ты будешь играть, но предположим, что это... Что это? Так, ну... Наше что-нибудь? Ну, могу, конечно, и Можно что-нибудь из тех нот, которые тебе отправили, турецкая музыка, например, или азербайджанская? Прошу тебя. Сыграю одну арабскую композицию. Можно и так, почему нет? Ну, нет как такового названия твоей музыкальной композиции. В любом случае, за исполнение огромное спасибо, за беседу. Большое спасибо очень интеллигентному, воспитанному человеку с большими целями. Ильдар Шакир, лидер группы «Итаган». Доброго тебе утра, хорошего дня. Сегодня 15 сентября, четверг, дорогие друзья. Оставайтесь на БСТ.